Телекомпания «Останкино» представляет тележурнал «Армейский магазин». Одной из главных площадок на форуме одаренных детей стала площадка, где дети сделали свои разработки в области оборонно-промышленного комплекса. Мы работали в кластере «Космос», разделились на несколько групп. Моя группа занималась разработкой спутника дистанционного зондирования Земли. То есть мы отслеживали чрезвычайные ситуации, там, где вспыхнули пожары, может быть, цунами. И вот такие данные могут быть полезны, я думаю, и для военной промышленности. У этого форума одно принципиальное отличие. В этом году здесь представлены крупнейшие работодатели страны. Они дали детям реальные задачи из реальной экономики. Мы, как оборонное предприятие, очень заинтересованы в том, чтобы получить высококвалифицированных, талантливых инженеров. И инженеры – это, пожалуй, те самые кадры, которыми мы хотим стать, чтобы в будущем помочь человечеству двигаться вперед. Очень важно нам закрепить за страной научно-техническое лидерство. А это можно сделать только, если мы сохраним наше образованное молодое поколение. Форум развивается, и помню, ничего лучшего нет, как вот общение с умными, талантливыми ребятами, у которых глазенки горят, и они хотят сделать что-то первыми. Перед вами электромагнитная пушка, сделана для ускорения железных масс. Это нам позволяет сократить ресурсы военные, напор их сэкономить. Вот. Имеется также 6 ракет, которые могут уничтожить вражеский беспилотник, самолет и даже сбить баллистическую ракету. Меня поразили все проекты. Очень умные, талантливые ребята над ними работают. В общем-то, не имея таких больших возможностей, в общем, на энтузиазме делают такие интересные, хорошие вещи, которые вполне возможно найдут практическое воплощение. Здесь у меня нет ощущения, что я кого-то могу чему-то научить. У меня вдруг здесь ощущение, что я могу чему-то научиться. Вот дети с невероятными интеллектуальными способностями. Благодаря их сегодняшней уже деятельности мы можем говорить о том, что наша страна инновационная и конкурентоспособна, и у нее огромное будущее. То есть это будущее в любом случае защитники Отечества все равно не придут служить в армию. И то, что сегодня в Министерстве обороны созданы научные роты, это как раз эти ребята там не потеряются. Любви все время мы ждем как чудо одной, единственное ждем как чудо. Могу сказать, что даже несмотря, что эти дети очень умные, они все-таки дети. Им все интересно, и они позитивные, от них идет много энергии, поэтому общение, конечно, доставляет удовольствие.